Здравствуйте, это рубрика «Мобильные новости» и я, Ольга Башук. В эфире наш обзор на фото и видео, набравшие большую популярность за последнюю неделю в социальных сетях. Итак, начнем. Художник из Ленска создает скульптуры из металла, а англичанин расписал стену в скейт-парке ворот Якутска. Металлика спела группу «Крови» на русском языке, а гитарист группы «Кино» нашел чем ответить. Сбегать от охранника по нарисованной лестнице, отдыхать на Гавайях с помощью хромакея. Эти и другие новости сегодня в эфире. Начнем мы по традиции со сводки якутских мобильных новостей. Скульптуры из металла – необычное увлечение художника из Ленска. Алексей более 15 лет занимается созданием картин из самоцветов, а недавно он открыл для себя еще одну грань творчества – стимпанк. Из ненужных запасных частей от машин он воссоздает персонажей из фильмов «Чужой», «Хищник» и не только. А граффити-художник из Англии расписал стену в скейт-парке ворот Якутска. Пол Берлоу приехал в столицу республики для участия в фестивале «Лето Якутия». Он встретился с местными художниками и провел мастер-класс для всех желающих. В качестве рисунка для мастер-класса он расписал на стене скейт-парка свой ник Ароэ, как наиболее простой пример. Вместе с ним свой след в общественном пространстве оставили якутские художники из объединения Art Public School. Члены клуба «Мотопатриот» сделали подарок нерюнгринским детям, но нерадивые гости парка не оценили их старания. Установленный в городском парке культуры и отдыха советский тяжелый мотоцикл «Урал» в новом оформлении в виде яркой и красочной малой архитектурной формы буквально сразу же решили испытать на прочность. Оторванная ручка-тросик, разбитый спидометр и сорванные накладки. Мотоцикл стал объектом откровенного акта вандализма. Экопарк на озере Щорся пополнился новой партией пернатых. Автор проекта Юрий Борисов давно мечтал привезти в Якутск черных лебедей, самку и самца. Их приобрели в московском зоопитомнике благодаря спонсорам. Кроме этого, на озере появились и другие новые обитатели – 10 уток, 6 серых гусей и 2 белолобых гуся. По подсчетам организаторов, в день озеро посещают 400 человек. Оно уже стало любимым местом горожан. Якутяне сдали пластик, макулатуру и батарейки. На этой неделе прошла акция «Раздельный сбор». На площади Ленина собирали не мусор, а вторичное сырье, которое можно переработать или необходимо правильно утилизировать, как в случае с батарейками. На акции работали 6 компаний, занимающихся переработкой в Якутске и Нижней Бестяхе, а также 20 волонтеров, которые консультировали по сбору вторичного сырья. В будущем организаторы намерены сделать такие акции постоянными и проводить их раз в несколько месяцев. Вместо игрового снаряда – кружка кофе. Необычное путешествие стаканчика представил в своем ролике ведущий спортивных новостей Власий Сергеев. Траектория полета охватила почти все здание НВК «Саха». Но это не единственное видео моего коллеги. Ранее он бросил вызов якутским футболистам. Передаю эстафету Никите Евтушенко, он на Афоне Федорову. Погнали, пацаны. Перейдем к российским мобильным новостям. Девушка превращается в монстров. Гример Софья Маркова с помощью макияжа может перевоплотиться в самого жуткого и страшного персонажа. Талант девушки заметили даже в Голливуде и пригласили в известную школу грима для сотрудничества в одном из проектов. Теперь у визажиста своя студия в Новокузнецке. В Переславле-Залесском прошел фестиваль воздухоплавания «Золотое кольцо России». В нем приняли участие 11 пилотов из Москвы, Калуги, Великих Луг, Ярославля, Сыктывкара и Белгорода. Шоу проводится с 2002 года и каждый раз собирает тысячи зрителей. В Петербурге прошел 5-й ВК-фест. Мероприятие стало самым масштабным за всю историю. Его посетили 95 тысяч человек, а онлайн-трансляцию посмотрели 6 миллионов зрителей. На одной из площадок можно было поучаствовать в быстрых свиданиях, на соседней сыграть свадьбу с незнакомым человеком. Кроме этого, было пространство с полной темнотой, выставка электрокаров и музея советских игровых автоматов. Нельзя не сказать и об артистах. Выступали Ольга Бузова, Егор Крид, Федук, Тима Белорусских и многие-многие другие.
А на бельгийском фестивале электронной музыки Tomorrowland Витас исполнил песню «Седьмой элемент». Да-да, ту самую. Витас вышел на публику в блестящем костюме и со шлемом на голове. Многотысячная толпа тут же принялась танцевать и подпевать музыканту. Тем временем Металлика спела группу «Крови» на русском языке. В рамках мирового турне американская рок-группа Металлика выступила в Москве на стадионе Лужники. В середине концерта басист Роберт Трухильо и гитарист Кирк Хэммет, оставшись на сцене вдвоем, неожиданно исполнили на русском языке песню Виктора Цоя. Получилось невероятно трогательно и мощно. Зрители подпевали хором. А гитарист кино Юрий Каспарян тоже не остался в стороне. На концерте своего проекта «Симфоническое кино» в Московском доме музыки Каспарян неожиданно исполнил с оркестром песню «Enter Sandman» из альбома «Металлика» 1991 года. Публика оценила ответный жест одобрительными аплодисментами. Кроме этого, британский поп-музыкант Эд Ширан выступил с сольным концертом в Москве. Уже после он посетил парк Горького и оставил автограф на 5-метровой инсталляции «Привет, Эд», посвященной его приезду в Россию. Перейдем к мировым мобильным новостям. Видеомонтажер Зак Кинг сбегает от охранника с помощью нарисованной лестницы. В своем последнем видео Зак предстал в образе уличного художника, который работает над девочкой с воздушным шаром. Как только его замечают, монтажер убегает по нарисованной лестнице. «Вот так я избегал наказания все эти годы», подписал он в своем инстаграм. Напомню, Зак Кинг – знаменитый американский видеомонтажер, выпускающий короткие ролики. С помощью магии монтажа он ломает все мыслимые законы физики. Например, в одном из видео Кинг выкручивает солнце и как лампочку заменяет на другое. А в следующем видео эффекты не такие уж крутые, но какой посыл. Житель Лос-Анджелеса по имени Энтони показал, как объездить мир, если денег нет, но очень хочется. «Я не могу позволить себе путешествие на Гавайи, так что я создал его», написал американец в Твиттере. С помощью хромакея этот актер без Оскара попросту вставил себя на кадры с полетом и отдыхом на островах. Тем временем более сотни Санта-Клаусов из всех уголков планеты собрались в столице Дании – Копенгагене. В мероприятии участвовали также северные олени, эльфы и даже рождественская елка. Конгресс дает возможность Санта-Клаусам поддерживать тесный контакт, а также помогает распространить дух Рождества даже летом. Мероприятие проходит в столице Дании с 1957 года. А в Бельгии десятки тысяч туристов повстречали самых необычных персонажей. Там прошел фестиваль оживших статуй. В парках и скверах города Марш-ан-Фомена артисты перевоплотились в каменных горгулей, тореадоров, валькирий и других мифологических персонажей. Фестиваль собирает более 120 уличных артистов со всей планеты, и это абсолютный рекорд. Он стал третьим по счету, четвертый фестиваль пройдет в этом же сезоне в 2020 году. 3 вооруженных грабителя ворвались в букмекерскую контору с целью легкой наживы, но 83-летний дедушка дал им отпор. Этот случай произошел в Ирландии. 3 грабителей в капюшонах и с масками, вооруженные молотками и обрезом, ворвались в помещение, где находились 3 посетителя и менеджер. Один посетитель моментально убежал, второй залез под стол, а третий, 83-летний Денис О'Коннор, остался спокойно стоять там. Воспользовавшись тем, что от такого пожилого человека не ждали бы действий, он медленно подошел к грабителям и начал биться с одним из них.
Вышел трейлер продолжения Доры путешественницы, а жулик все еще нарисованный. Компания Paramount Pictures выпустила трейлер приключенческого фильма «Дора и затеянный город». Это продолжение детского мультсериала «Дора путешественница», известного в России под названием «Даша путешественница». По сюжету Дора отправляется спасать своих родителей, которые при загадочных обстоятельствах исчезли в джунглях. Российская премьера картины намечена на 8 августа. Дверь закрывается! Будь ты молодец! Скорее, скорее! Я уже не удивляюсь вещам, которые ты вытаскиваешь из рюкзака. Эмма Стоун, Вуди Харрельсон и Джесси Айзенберг вламываются в Белый дом. Вышел трейлер фильма «Добро пожаловать в Зомбиленд 2». Это продолжение фильма, вышедшего в 2009 году. Режиссером киноленты стал Рубен Флейшер, снявший первую часть, а премьера фильма в России намечена на 24 октября. Start talking. You first. Oh, my name's Tallahassee. Light 'em up! No! That's my ride! Oh, my apologies, little Elvis. А это были мобильные новости. Новости, которые вы делаете сами. Если вы стали очевидцем интересного события, являетесь автором популярного ролика, присылайте нам свои материалы по WhatsApp на телефон, который указан на экране. Ну а я прощаюсь с вами. До следующей недели.